Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для львов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов на колоде Таро и совет на колоде Цыганский оракул. Первая карта из колоды Таро. Основные события недели. Выпадает карта Туз Пентаклей. Действительно, неделя больших возможностей. Вот не только у львов, да, у раков тоже была только что такая карта. Две карты на взаимоотношения для тех, кто уже в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто работает. Три карты. У кого есть работа, кто ищет, и у кого свое дело. И на финансы одна карта. Итак, для тех, достану еще одну карту в пояснение, чтобы не повторяться с раками. Так, вот так. Два старших аркана, старший аркан и туз Пентаклей выпадает для львов. Основные энергии недели, они будут связаны с какими-то очень важными переменами в вашей жизни. То есть либо это будет касаться обучения, либо это будет касаться преподавания, каких-то поездок, расширения возможностей, работы через интернет, может быть, поездок за рубеж или работы с зарубежными партнерами. Здесь может быть какая-то помощь в очень сложной ситуации, критической, допустим, на этой неделе что-то происходит, и к вам просто как по мановению волшебной палочки приходит все необходимое для того, чтобы решить проблему. Карта связана также с языками, с иностранными языками, да, то есть здесь действительно очень много возможностей, и вот это как раз у вас открывается на этой неделе, то есть есть действительно такой потенциал, вот все, что я говорила, развить. Кроме того, эта карта у нас стрельцовская, да, то есть может повести львам с людьми, которые вот принадлежат либо к знаку зодиака Стрелец, либо к асценденту Стрелец. Действительно может решающее значение иметь в такое взаимодействие. Может быть, это покровитель, помощник, человек, который занимает высокий пост, преподаватель. В общем, люди действительно очень важны на этой неделе. Те, которые обладают властью, мудростью, которые могут помочь в чем-то. Как раз от них будет вот этот шанс исходить. Также эта карта связана с ангелом-хранителем, да, то есть это может быть просто от судьбы шанс. Заслуженный такой, да. Посмотрим, что ждет львов. В отношениях здесь выпадает король жезлов для тех, кто имеет партнера. Карта говорит о том, что, возможно, придется настаивать на своем. Может быть, там придется спорить, да, либо устанавливать какие-то правила, ограничения и так далее. То есть это может как хорошо быть, когда, допустим, ваш партнер нарушает какие-то границы, личные пространства вашего, да, так может быть и плохо, если вы как бы вторгаетесь в пространство другого человека, да, и вот эти ваши правила, они задевают как-то его личность. То здесь нужно быть очень осторожным. Можно наломать дров, и это будет трудно исправить. Вообще здесь у нас карта огня. Она как раз, вот эти карты, умеренность и король жезлов, это по сути одно и то же, да, это вот люди, которые у нас относятся к знаку зодиака Стрелец. Люди, которые имеют много такой энергии для развития, для помощи кому-то, занимают высокое положение. И вот эта карта выпадает в отношения, а в отношениях должно быть равноправие. То есть один из партнеров может как-то возвышаться, да, диктовать свои условия. Это может создавать проблемы. А если, допустим, эту энергию обернуть на благо отношениям, то тогда что лучше всего делать львам на этой неделе?
неплохо было бы отправиться куда-то в путешествие или, может быть, какое-то совместное образование как бы для вас, для вашей пары, да, совместное обучение какое-то найти, чтобы вот эту энергию огня в правильное русло пустить. Кроме того, здесь может быть в деятельность направить энергию, да, то есть меньше контактировать друг с другом, а больше в работу энергию помещать, да. Здесь потому что действительно такая энергия, она не для отношений, она для деятельности, для зарабатывания денег, для установления новых связей, для каких-то новых проектов, договоров и так далее. То есть здесь очень такая подвижная энергия, которая вот именно в деятельности нужна, а в отношениях она разрушительна. Поэтому будьте осторожны. Для тех, кто ищет партнера, туз мечей. Карта говорит о том, что прекрасный шанс есть для того, чтобы познакомиться. Причем для этого нужно проявить какие-то решительные действия. Также знакомство может произойти вот в поле информационном, да, это может у нас интернета касаться, обучения, каких-то мест, в которых заключаются договоры, да, юридические какие-то вопросы обсуждаются, обучение и так далее, и так далее. С государственными учреждениями что-то связано, с полицией и так далее. То есть вот там, где есть власть, там, где есть информация, какие-то документы, и как бы вот в такого рода местах, да, информационное какое-то пространство, вот здесь вот можно познакомиться. Но при этом нужно проявлять инициативу, решимость, говорить как бы напрямую то, что вас интересует, себя показывать тоже таким, какой мы есть, да, не нужно надевать каких-то масок и не нужно стараться казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Работа для львов. Для тех, кто по найму работает, выпадает карта Иерофанта. Но здесь либо ваше признание, либо занятие какой-то более высокой позиции вот в вашей деятельности, да, может быть, пост какой-то более высокий вам предложит руководящую должность, либо здесь какая-то общественная деятельность, когда вот вы действительно человек, которого уважают, к которому обращаются за советом, да, за выбором, за каким-то приходят. Это также карта очень успешная для любого преподавания, для учителей, для тех, кто учится, если, допустим, вам нужно повысить уровень профессиональной какой-то подготовки, да, вот здесь прекрасная возможность для этого. Вообще вы будете пользоваться действительно уважением, заслуженно на этой неделе. Вы действительно ведете себя очень мудро, правильно, умеете работать в коллективе, уважаете общие какие-то традиции, правила и так далее. То есть здесь действительно очень хорошая неделя для того, чтобы решить какие-то вот важные вопросы, связанные с властью, со взаимодействием там, с коллективом, с какими-то устоявшимися там порядками, традициями и с обучением. Для тех, кто ищет работу, Паж кубков. Паж кубков говорит о том, что вам будет предложена деятельность согласно вашему опыту. Вот здесь вот такой сундучок, да, это как раз вот тот опыт, который вы уже заработали. И вот согласно вашему опыту будет предложение, либо вы сами будете искать работу согласно вот тому, что вы уже знаете, умеете. И у вас здесь действительно есть хорошая возможность для того, чтобы получить эту работу. Либо сначала вы будете помощником, да, может быть, это будет испытательный срок, но а потом здесь может действительно хорошие возможности открываться, потому что здесь у нас и солнце на горизонте, тут вода, рыба, да, цветы цветут, то есть здесь действительно много возможностей открывается. Рост возможен. Даже если пока что вы сейчас на какую-то должность приходите невысокую, да, потом будет повышение, рост и так далее. Возможность обучения для тех, у кого свое дело. Королева Пентаклей выпадает, она говорит о том, что у вас будут замечательные возможности заработать, заключить какие-то договоры важные, вот, которые повлияют на ваш заработок. Будут, скорее всего, клиенты денежные приходить, причем довольно-таки
постоянные, да, то есть они могут стать постоянными, либо привлечь к вам новых каких-то людей, то есть они будут рекомендовать вас. Карта говорит о том, что вы уже действительно заслужили то, что имеете, заслужили вот стабильность, заслужили вот этот финансовый поток, который у вас есть, потому что вы уже как бы работали, не покладая рук, у вас уже большой опыт, вы хороший профессионал, вы чувствуете людей, чувствуете ситуацию, вы знаете, когда работать, когда отдыхать, с кем, как говорить, все это вы умеете. Здесь у нас вот на карте преобладает зеленый цвет, а зеленый цвет – это цвет такого вот спокойствия, умиротворения и дружелюбия. Ну, надежды еще говорят. То есть у вас как бы есть еще и большие надежды на то, что вы будете развиваться, расти и так далее. То есть действительно вы вот человек очень коммуникабельный, с вами легко, и вы хороший профессионал, к вам обращаются. То есть действительно здесь замечательные могут быть возможности на этой неделе, кстати, связанные с какими-то новыми проектами, новыми договорами. Могут быть решаться вопросы недвижимости, в том числе и для бизнеса. Либо деньги, которые вы будете зарабатывать, вы можете вкладывать в недвижимость. В общем, здесь действительно все очень такое ценное. Кстати, будут люди вас очень ценить, и вы будете, в принципе, тоже считать, что вы достойны того, что имеете. Хорошее такое вот отношение к себе, самооценка хорошая. Финансы для львов на эту неделю: десятка кубков, исполнение ваших желаний всех, результат получаете. Возможно, будет много трат на семью, может быть, будут какие-то траты на недвижимость, на то, что внутри дома. Также могут быть какие-то поездки, потому что здесь у нас семья, она на природе находится, да. Ну и вообще, это карта исполнения желаний, карта праздника, да, то есть здесь вот могут быть действительно какие-то торжества, вот на которые вы можете деньги тратить. Также карта говорит о том, что если кто-то из львов занимается профессионально праздниками, здесь вот есть возможность очень хорошо заработать в этой сфере, потому что десятка – это максимум, да, того, что вы можете здесь заработать, и будете очень довольны. Очень хорошая возможность для зарабатывания, но также карта говорит о том, что не стоит концентрировать планы финансовые только на себе. Вот чем больше вы будете заботиться о своих близких, вот в финансовом плане, тем больше денег вам будет приходить. Чем больше вы будете вкладывать в близких, в семью, тем больше будет у вас возможностей, тем больше будет открываться, может быть, даже как бы финансовых новых возможностей. Посмотрим совет для львов на эту неделю на цыганском оракуле. Так, выпадает карта. Ну, вот здесь также у нас выпадает карта праздника. Она вот напрямую у нас связана с как раз с картой финансовой, да, когда мы тратим деньги на семью. Кроме того, эта карта говорит о том, что могут быть какие-то достижения очень высокие. Посмотрите, здесь вот действительно у нас везде достижения в плане финансов. И это мы можем как раз праздновать, отмечать. Нас могут чествовать, нас могут как бы оценить по достоинству. Карта говорит, кстати, о том, чтобы мы, когда что-то достигаем в жизни, не нужно только на себя брать как бы все лавры, да, принимать. То есть нужно обязательно понимать, что кто с нами в этом участвовал, кто нас вдохновлял, кто нам помогал. Нужно быть благодарным, и нужно как бы приподнимать и других людей, да, то есть нужно вместе с собой, нужно как бы благодарить, как вместе с собой поднимать и своих близких, друзей, товарищей, да, и благодарить их за то, что они сделали. Также карта говорит о том, что нужно придерживаться оптимистического такого взгляда на жизнь. Нужно верить в победу, нужно настраиваться на то, что все обязательно получится. И не нужно отказываться от помощи. Если, допустим, какие-то сложные вопросы, да, то всегда есть рядом люди, к которым мы можем обратиться. И это все равно будет наша личная победа, все равно будет наше личное достижение, хотя мы пользуемся и помощью других людей. Как бы нужно уметь просить о помощи, просить совета и так далее. То есть это такой вот совет на неделю для львов. Друзья, желаю прекрасного
времени. Желаю, чтобы все реализовалось из того, что вы хотите, чтобы как можно больше у вас здесь было радости на неделе, достижений, успехов. Всего вам доброго, до новых встреч!